Георгий Федорович Турчанинов – всемирно известный кавказовед. Он патриарх кавказской филологии. Он не сразу нашел ключ к этой расшифровке. Он, конечно, долгие годы этим занимался. Он разные языки использовал для этого. И тот же грузинский, и адыгский. Как это у него получилось? Вот такой знак, скажем, означает «ц», так? А вот такой знак означает «р». Когда он гласную подставил, у него получилось слово «аца». Вот звуки «ц» и «р» и в других языках существуют. Но значение этого слова звучало только на абхазском языке. С грузинами у нас будет оспаривание слова «ацас». У них «цеси». Это слово, наверное, у нас заимствованное. И это надо хорошо проверить. Наряду с фальсификацией историографической науки, в Абхазии предпринимаются шаги по стиранию следов влияния грузинского языка на абхазский язык. С этой целью, в ряде случаев, если абхазы заподозрят, что какое-либо абхазское слово имеет картвельское, грузинское происхождение, то они могут отказаться от использования этого слова и заменить его другим словом. Простите, пожалуйста, я не вела сначала. Ацас как бы обычай. Обычай. Да. Акяпс это то же самое. Это не совсем обычай. Акяпс это, в общем, это тоже обычай, но я взяла как термин именно ацас, потому что акяпс это все-таки адыгское слово. Знаете, здесь с грузинами у нас будет оспаривание слова ацас. У них цеси. Это слово, наверное, у нас заимствованное. И это надо хорошо проверить. Поэтому Саша прав, наверное, акяпс. Акяпс это А абхазский бог, как наши ученые пишут, и Бжания вот у него есть, и Налипа, он семидолен. У абхазов он семидолен. Это Ажепша, это Жабран, это Джабран, это Анапанага, это Айка, нет, подождите, Анапан, Амза и Амра. Вот Амра это божество женщин, а Амза это божество мужчин. Наши ученые не разобрались в том, что Антра это множественное число ведь. Антра, боги, понимаете? Это потом суффикс окаменел в языке, и мы воспринимаем его, это слово, как будто оно в единственном числе. А на самом деле, вы тоже возьмите, я совсем недавно вот подумала об этом. У нас же есть Раша, там Р показатель множественного числа, а не Афляша.